И тогда начали беспорядки? Нет, я с самого начала беспорядков пропустил, потому что позвонили мои знакомые, которые меня привезли на машине к памятнику, и стали спрашивать, что ты там делаешь, что происходит, как событие. Но я им сказал, что да вот тут умываюсь, кровь вытираю. Что случилось? Я говорю, ну вот нос сломали, похоже, ребра сломали. Они говорят, мы сейчас приедем, тебя заберем. Я говорю, да не надо приезжать. А они приехали, позвонили, сказали, что мы стоим рядом, давай мы тебя хотя бы в травмопункт отвезем. Я отказывался, они говорят, ну хотя бы подойди, мы посмотрим на тебя. Я подошел, они меня посадили в машину и повезли к врачу. Там еще. Но через некоторое время, значит, я все-таки попросился вернуться, и мы когда уже возвращались назад, там уже шла война. Когда стало ясно, что просто так никто не расходится, полиция стала оттеснять людей по узкой улице практически к коридору по направлению к кинотеатру «Космос». Активно применяя при этом слезоточивый газ, шумовые гранаты, резиновые дубинки и металлические пруты. Также был включен мощный прожектор и направлен на протестующих. В ответ в сторону полицейских полетели бутылки и камни. Все это сопровождалось криками «Позор!». Там уже стрельба, дым, уже начало темнеть. А где был тогда Максим? Там на площади. На площади еще? Да, это как раз я подъехал со стороны «Космоса» кинотеатр, и шла операция по выдавливанию оттуда людей. И мы подъехали, машина дорогая, Ягуар, остановились. И как раз вот вышел Саша Коробов, которого я тогда один или два раза мельком видел, я даже не знал, как его зовут. И он стал кричать: вы что делаете, куда вы едете? Вас же сейчас там уже машины бьют, сейчас машину вашу разобьют. Мы не поймем еще почему, в чем дело. И действительно стали оттуда выскакивать этот газ слезоточивый, люди, глаза трут. И кто-то избитый, кто-то в крови, злые. Вслед им стрельба идет какая-то, и стали хватать камни, кидать по машинам, и мы смотрим, не поймем, что происходит. Я уехал там где-то полчаса или час назад, и еще было все мирно, а тут вдруг такие злые, стрельба, шумы, взрывы гранат этих шумовых, и люди начинают колотить машины. Идите в полицейский участок, дети! Сволочи! Иди сюда! Козел! Если смелый, иди в полицейский участок, вот там все! А здесь люди, стоят люди! Это их не кусок хлеба! Что ты, блин? А что ты им стекла бьешь? Ты люди! Я бил! Нет! Нет! В какой-то момент стало ясно, полиция потеряла контроль над ситуацией. В окна домов, вдоль которых оттесняли демонстрантов, летели камни, вытащенные из мостовой. Переворачивались и поджигали киоски. Полиция бездействовала, позволяя толпе бить и крушить все вокруг. По словам свидетелей, около 23 часов разгромлен магазин «Арарат». Толпа двинулась к универмагу, разбивая по дороге витрины. У Банка Эстонии что-то горело. Пострадал театр «Эстония». Толпа направилась к гостинице «Радиссон» и «Хансапанк». Выбиты стекла Академии художеств, изуродован Калев СПА. Полиция применила водомет. Как позже будет установлено, 1/3 мародеров была эстоноговорящими. This is Russian. Здесь такое творилось, просто народу много.
ужасно много народу. Все разбивают. Очки, магазин с очками все разбили, все изворовали. То есть абсолютно я не знаю, как им выжить. И Саша Коробов тогда: подождите, стал кричать: это наши, не бейте машину, говорит, быстро отсюда уезжайте. Мы успели развернуться, уехали, а сзади нас, по-моему, была эстонка, вот, которая просто взяли камнем, подошли, она: что тут происходит? И так по стеклу бу-бум, и все, она не поймет, что, за что, почему, что случилось. И там образовалась пробка, и уже люди не могли развернуться. Машины попали как в ловушку, в капкан, потому что поток людей, одна машина за другой, не могут развернуться, и их там стали бить, эти машины. В общем, мы развернулись и поехали домой. Меня отвезли домой, сдали жене, она меня как под домашний арест посадила. Сказала, что хватит с тебя, никуда не ходи. И я сидел до понедельника, там было выходные, 1 мая, дома она меня держала, и только повела в понедельник, или там 2 мая повела к врачу. И вот то, что это перелом, сняли все эти вещи, и в результате так получилось, что потом мы консультировались у нашего домашнего доктора, который нас лечит, по телефону просто. Что делать? Вот перелом, больно. Он говорит: пейте обезболивающее. Я назвал какие-то лекарства, я стал пить их, а этих не было, другие. А оказалось, что когда перелом ребер, надо пить обезболивающее с антибиотиками. Эти трубчатые кости, называются, пустые, они выделяют какое-то, в общем, заражение крови у меня какое-то получилось. И я попал потом через месяц, все время хуже. Я в реанимацию попал и пролежал очень долго в больнице, там, в общем, в очень тяжелом состоянии такое было. Все это так получилось. И когда уже вышел из больницы, я в прессе увидел объявление где-то или в газете, или по телевидению, что ночной пикет проводит митинги с требованием освободить Линтера и Реву из тюрьмы. Тогда взяли, Да, они были арестованы на следующий день. Следующий день? Да. Я не помню, как арестовали Реву, а Линтер не был на площади. Он вообще не был. Он в обед ушел домой, да, и был только Рева. И Кленский не был тоже на площади. За Линтером пришли часов 9, наверное, утра домой, и его дома устроили обыск, и дома его арестовали, и увезли его из дома. Вот. И потом как-то там вы слышали то, что рассказывала мама его, он почему-то после нескольких часов или там дней даже допроса попал в больницу, с ним было очень плохо. Что там с ним делали и как, это, в общем-то, непонятно до сих пор, что человек совершенно здоровым забрали из дома, а потом он очутился в больнице, в тюремной. Что ты думаешь, почему это случилось, все, что случилось? Я имею в виду, что потом случилось. Сначала вы были там на этом площади, там хотели вот почему защищать... грабеж получился? Да. Что думаешь? От чего это? Кто эти организировал? Все-таки думаю, что было несколько человек, там вот, кто действительно занимался провокациями. Вот тех уголовников, которых я видел, я не знаю, я не могу вот на 100% с уверенностью сказать, что их подослал кто-то. Хотя есть такая информация, что в тюрьме были, у кого кончались сроки тюремные, с ними были договора, что вы пойдете туда такого-то числа, там побезобразничаете, и вам раньше сократят, подпустят под подписку о невыезде, уменьшат срок и что-то такое. Это слухи, документов таких нет. Поэтому насколько это правда, это недоказуемо. Но уголовников я там видел. Что им там надо было? Я далек от мысли, что они глубокие патриоты России и защищали памятник, что они пришли туда защищать памятник. То, что там будут беспорядки и грабежи, никому в голову, мне, например, и тем, кто патриоты, как бы русские люди, которые пришли именно к памятнику, никому в голову не могло прийти, что будут грабежи или что-то. Но эти люди, уголовники, там были. Или у них опыт уже большой, они предвидели, что это
что это будет, или, скорее всего, они и планировали, что что-то сделать будет. Сами они это делали, планировали, или это были подосланы, подговорены какой стороной. С таким же успехом, как я говорю про то, что это эстонская полиция или там государство договорилось и подослало их, чтобы беспорядки разговаривать. Также любой эстонец может говорить, что это их наняло русское правительство, заплатило им деньги, чтобы они организовали там беспорядки. Что так имеем право говорить, потому что нет документов. И каждый, наверное, думает по-своему. Вот.